Героя нашей передачи я знаю с самого рождения. Но давайте по порядку. Интервью всегда такое волнительное мероприятие, поэтому к этому просто так нельзя относиться. Это всегда какая-то загадка, какая-то ответственность, поэтому всегда серьезно. Привет. Привет. Мы из гимназии имени Касима Оскаровича Давлет-Кильдеева. У нас сегодня дебют. Держите за нас кулачки. Лет 15 назад, тогда это было модно, приглашать директоров крупных предприятий на такие интервью, которые давались вот именно такие обширные с точки зрения, как живете, как поживаете, чего хотите, что стремиться. Было такое, да. Всем привет, я тоже из Давлет-Кильдеева. Я нахожусь на этой программе не первый раз, и мне совсем не страшно. Сидите, дальше будет интересно. Я тут в первый раз, на самом деле, но я особо не волнуюсь, так как тут довольно легкая программа, и думаю, я справлюсь. Я на программе «Портрет» уже не первый раз и буду также удивлять и задавать крутые вопросы крутому человеку. И никаких вопросов не боюсь, на самом деле. Уже достаточно давно живу, чего бояться-то. Я в своей жизни много чего уже видел. Всем здравствуйте. 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 Как у вас настроение у всех? Все отлично. Готовы? Прекрасно. Готово. Пообщаемся? Пообщаемся. Давайте. Здравствуйте, Виктор Алексеевич. Меня зовут Оскар. Я хочу сразу же вас ознакомить с правилами нашей программы. Все очень просто. Мы задаем вопрос, а вы на него отвечаете. В конце вас ждет сюрприз. Вы сможете забрать один из понравившихся портретов себе на память. Как ваше настроение? Всегда боевое. Давайте, вперед. Меня зовут Данияр. Я хочу задать вам вопрос. Может ли искусственный интеллект кого-то заменить на вашем производстве? Да, на сегодняшний день искусственный интеллект достаточно много применяется уже на нашем производстве, не только на нашем. И в каких-то областях он обязательно будет заменять человека. Здесь мы без этого никуда не двигаемся. Сегодня он очень существенно помогает нам в изготовлении всех деталей, узлов. Единственное, что только при сборке самого агрегата, да, здесь уже, наверное, искусственный интеллект пока не готов это выполнять. Меня зовут Злата, я хочу задать вам вопрос. Вы хотели в детстве совершить подвиг? Так как я все-таки уже достаточно давно живу, в детстве, наверное, все хотели, в моем детстве, как минимум стать космонавтом. Полет в космос – это подвиг. Здравствуйте, меня зовут Эвелина. Кто был героем в вашем детстве? У нас героев время немного поменялось, герои были все-таки разные. И некоторые фамилии, если я буду сейчас называть, то, наверное, не все меня поймут. Мы ходили в школу, и первое, что при входе в школу, все видели большой и счастливый лозунг «Учиться и учиться и учиться». Да? Так завещал великий Ленин. Так у нас это было. Поэтому его героем назвать нельзя на сегодняшний день. Это немножко другой человек. Но мы с этим учились, мы с этим жили. Но в дальнейшем, конечно, с каждым годом своей жизни, взрослением, герои были разные. Я восхищался Чкаловым, я восхищался Гагарином, достаточно много. Я восхищался теми людьми, которые осваивали Сибирь. Героев очень много. В чем уникальность предприятия «Гидравлика»? У меня есть уже такая давнишняя достаточно фраза. Все в мире знают трехглавый значок компании «Мерседес». В небесах, на земле и на море. Гидравлика, к большому удивлению, изделия, которые мы изготавливаем, они еще находятся, помимо того, что в небесах, на земле, на море, они еще находятся и под водой, и в первую очередь в космосе. И по большому счету гидравлика, она создавалась в свое время изначально сначала для строительства авиационных двигателей, а затем уже пошло развитие в сторону освоения и постройки космических кораблей. Здравствуйте, меня зовут Амина, и я хочу задать вам вопрос. Как вы для себя понимаете слово «мотивация»? Мотивация... Для меня мотивация – это уже дальнейшее развитие самого производства. Это освоение новых изделий и появление новых технологических возможностей
на предприятии. Ради чего там я сегодня, допустим, хожу на производство и стараюсь заняться его дальнейшим развитием. На сегодняшний день мир достаточно быстро меняется, появляются новые технологии, и мы не должны от этого отставать. Все, что новое в мире есть, оно должно быть у нас на производстве. Спасибо за ответ. Папа, а каким ты был в детстве? Ну, я был обычным ребенком, как и все. Утром просыпался, ходил в школу, вечером учил уроки, и в свободное от учебы время, ну, как мы все раньше в детстве, домой, конечно, не заходил. Мы жили на улице. У нас не было компьютеров, у нас не было мобильных телефонов. У нас все общение происходило вживую, поэтому было всегда по-разному. Когда-то весело было, интересно. Веселились, ругались, дрались. Была жизнь живая, здоровая. Расскажите, а какая мелодия у вашей души? Какая она? Мелодия музыкальная? Музыкальная. Музыкальная. Ну, это же тоже все зависит от момента, да. С вами, наверное, находясь вот в этой студии, наверное, где-то у меня там в душе, вот я слушаю Штрауса. Если я на производстве и идет какой-то серьезный процесс, то там минимум рок-н-ролл какой-то должен быть в душе, иначе он тоже не будет, соответственно, по-другому развиваться. Я не смогу общаться со своими подчиненными. Если я нахожусь дома, это тоже зависит от настроения. Выходной вечер просто. Все от настроения. Хорошо, спасибо. Какие программы вы используете? В производстве? Да. Не могу тебе сейчас ответить, так как у нас все-таки немножечко это... сейчас все российские. Сразу тебе говорю, что сегодня у нас на производстве все только российское. Проектируется только российское. Спасибо за ответ. Какое самое яркое воспоминание из вашего детства? Самое необычное, наверное, когда первый раз сломал руку. Наверное, самое яркое, потому что я об этом достаточно долго никому не говорил. Наверное, дня 2 или 3 там ходил со сломанной рукой. Потому что наверное, не хотел обидеть родителей. Странное, такое яркое воспоминание. Здравствуйте, меня зовут Сумбу. Что самое прикольное вы делали в детстве со своими друзьями? Когда стали уже постарше, то у нас любимое занятие было это делать бомбочки и ракетницы, и, соответственно, пугать бомбочками девчонок в туалете. Берешь, делаешь, забрасываешь, крики, визги. Было как-то так. Спасибо. У вас, наверное, часто влюблялись? Не могу сказать. Я достаточно такой скрытый человек. Как думаете, почему 2024 год – это год семьи? В моем понимании, можно любой год называть годом семьи. Лично для меня и для нашей семьи семья родителей – это святое. Невзирая на то, что у нас семья достаточно большая, и, слава богу, мои родители еще живы, здоровы, все находим всегда время для того, чтобы находиться рядом с ними. Поэтому год семьи очень важен для такой страны, как Россия. Россия самая большая все-таки страна, и, соответственно, у нас семейные отношения, семейные узы. Очень сильно возмущаюсь, когда там, иногда, редко бывает, конечно, захожу там в общественный транспорт, достаточно часто в метро в Москве, и очень сильно удивляюсь, когда там ваше подрастающее поколение, такого в моей молодости не было, по крайней мере, это когда видят все-таки пожилого человека, и никто даже не задумывается о том, чтобы уступить ему место. Но это в моем подсознании неприемлемо. Поэтому семью надо всегда чтить, это нужно всегда об этом помнить, всегда об этом нужно говорить. И уважение к старшему поколению, оно должно быть присутствовать всегда. Хорошо, спасибо. Какие лучшие черты характера вы взяли от родителей? В первую очередь, наверное, от мамы это любовь к детям, к своим, к братьям, к сестрам. От папы, это его, наверное, усидчивость и его такой
мелкое целеустремление для того, чтобы добиться чего-то, он у нас очень дотошный. Какая была ваша самая большая мечта в детстве? И смогли ли вы исполнить эту мечту? Ну, пока ты растешь, пока взрослеешь, наверное, каждый год у каждого ребенка есть много всяких желаний, и, соответственно, чтобы все те желания, которые были в детстве, чтобы они исполнились, ну, такого не бывает, да. Все мы в детстве мечтали слетать в космос, но когда ты чуть подрастаешь, то понимаешь, что все-таки космос – это достаточно серьезное мероприятие, оказаться там достаточно сложно все-таки. Ну, этого у меня не произошло. Не знаю, я завел собаку, у меня есть собака. Всегда хотелось, ну, чтобы, во-первых, родители все-таки были подольше с нами. Мы всегда дети, мы всегда должны их быть с ними рядом, всегда к ним прислушиваться. Поэтому это тоже мечта, и она пока осуществляется, она, слава богу, она живая. Каждый мальчишка, наверное, хотел там себе купить велосипед. У меня тоже есть велосипед. Я даже иногда себе позволяю на велосипеде ездить на работу. Человек должен жить с мечтой в любом возрасте, и любая мечта, к этому нужно стремиться, к этому надо всегда делать какие-то усилия, тогда жизнь становится интереснее. Все в мире знают трехглавый значок компании «Мерседес». В небесах, на земле и на море. А гидравлика и под водой, и в первую очередь в космосе. По большому счету, гидравлика, она создавалась в свое время изначально сначала для строительства авиационных двигателей, а затем уже пошло развитие в сторону освоения и постройки космических кораблей. Папа, а ты хотел в детстве совершить подвиг? Ну, подвиг, это же каждый человек подвиг понимает по-своему. Можно идти мимо просто по улице и просто даже помочь какому-то человеку, которому стало плохо. Это спасет его жизнь. Это подвиг. Можно вытащить из реки собаку, кошку. Это тоже подвиг. Поэтому подвиг – это штука такая серьезная. Сегодня подвиги совершают более серьезные ребята. Они чуть постарше вас, но они тоже уже совершают подвиги. Подвиги на поле боя – это совсем другое. Это другая жизнь, другая мотивация. Это другое состояние души. Поэтому подвиг – понятие очень такое глубокое. К нему надо очень серьезно подходить. К любому дню, прожитому в твоей жизни, надо относиться всегда серьезно. Поэтому просто сказать, хотел подвиг или не хотел подвиг, наверное, так нельзя. Подвиг совершается не потому, что ты хочешь, потому что, наверное, нужно это сделать. Слишком серьезная такая интерпретация, даже не знаю, хотел, не хотел. Наверное, всегда хочется. Любому, наверное, человеку в детстве хочется совершить подвиг. Какие профессии, по вашему мнению, не могут быть заменены искусственным интеллектом? Искусственный интеллект, наверное, не может заменить, в первую очередь, конструкторскую мысль, да, не может заменить душу человека. Искусственный интеллект, он прежде всего необходим на сегодняшний день. Это в той области, где у тебя есть достаточно долгий, монотонный, продолжительный труд. А там, где необходимо созидать, вот вы учитесь в художественной школе, да, вы творите. Какой искусственный интеллект может заменить художника? Артиста, писателя. Это, в моем понимании, достаточно сложно. Это все-таки больше состояние опять души, это более глубокая вещь. Ее заменить ничем нельзя. Тогда мы просто встанем все бездушные. Мы тогда перестанем уважать друг друга, если все поменяем на искусственный интеллект. Поэтому есть вещи, которые из глубины души, из сознания человека, они происходят, и их заменить ничем нельзя. Что вспоминаете о своих бабушках и дедушках? Всегда только хорошее. Бабушку вспоминаю, это ее блины из печки, щи. А дедушка – это то, что он всегда занимался с внуками, невзирая там на его ранение, когда мы приезжали на каникулы. Он всегда для нас брал
в колхозе коня и всегда нас учил и кататься на лошади, пасти табун. Ну, какая-то такая живая жизнь. Всегда добрая, ласковая. Плохого ничего не могу вспомнить. Спасибо за ответ. Что вы можете посоветовать молодежи? Посоветовать молодежи? Ну, молодежи, в первую очередь, хочется посоветовать, это то, чтобы вы все-таки обратили свои мысли на те рабочие специальности, на те вещи, которые на самом деле делаются руками. Да, вот стул, на котором вы сидите, да, то оборудование, которое в этой студии находится. Это все делают руки человека. И поэтому хотелось бы, чтобы об этом не забывали. Потому что создавать нужно руками. По-другому это никак не... Ну, по-другому это ничем не восполнить. Автомобили, комбайны, трактор, да, там то же самое сельское хозяйство, это выращивание зерна, выпекание хлеба, это все делают руки. И хотелось бы, чтобы вот все-таки молодежь не забывала это. Если мы сейчас все уйдем там, в искусственный интеллект, то тогда просто кто за нас это будет все делать? Какую еду вы терпеть не можете? Я вообще экспериментатор. Побывал, конечно, во многих странах мира. Но для меня, честно, проблематично. Я никогда не пробовал тараканов. Я этого не могу как-то, ну не могу через это переступить, там, каких-то червей. А все остальное экспериментировать всегда можно, просто надо понимать, ради чего. Поэтому нет такого, что я там чего-то не терплю. В детстве не любил манную кашу, честно скажу. Как вы отдыхаете? Любите ли вы путешествовать? Для меня отдых, прежде всего, это активные занятия. Они всегда были. Я не люблю лежать на пляже, это точно. Если я там часа два проведу там, через силу, то это, наверное, максимальный предел. А все остальное время отдых, это, прежде всего, это свободное занятие спортом, это там, катание на горных лыжах, на беговых лыжах, на снегоходе. Был, когда чуть-чуть помоложе, стал увлекаться полетами на маленьком самолетике. Ну, много всего интересного. И всегда хочется чего-то попробовать новое. Пока как бы ноги держат, руки шевелятся, надо стремиться попробовать все. Какие глупости вы совершали ради любви? Глупостями это не назову, но у меня мама всегда ругалась, когда там первая любовь была, то это песня «Миллион алых роз», она как бы на меня, наверное, все-таки там достаточно сильное влияние оказала в свое время. И там, когда там на последнюю стипендию получишь, то тратил на огромный букет роз. Вот все. Не знаю, глупость, не глупость. Какой уголок мира вам больше всего запомнился? Россия. А какой регион? Любой. Я в России, не был только на Камчатке, и все остальное я облетал. Я вам честно могу сказать, что путешествуя по России, узнаешь гораздо больше того, чего нет нигде в мире. На самом деле, да, у нас единственное, есть большой недостаток с точки зрения того, что у нас нет все-таки такой инфраструктуры, как там на Западе или где-то в других странах, там развитых более, да. Но красота России и мощь России, и величие России, ее ни с чем не сравнить. Что для вас означает слово «родина»? Родина – это, прежде всего, там, где ты родился, там, где ты ощущаешь всю поддержку от той силы природы, которая в этой стране есть. Это то, куда тебе хочется всегда вернуться. И у каждого человека родина, она своя. Лично у меня никогда в жизни не возникало какого-то вопроса, что я там хочу поменять свою страну на что-то другое. Я четко знаю, что я здесь больше нужен, чем где-то у кого-то. Какую музыку вы слушаете? Это все зависит от того места, где бы я находился, от внутреннего состояния и настроения. Если я нахожусь за рулем автомобиля, сам им управляю, то, соответственно, это чаще всего это рок, это металл, для того, чтобы, соответственно, это как-то все-таки более уверенным себя чувствовать на дороге и, условно, там не спать.
Если я нахожусь в самолете или отдыхаю дома, то это классическая музыка или джаз. Но если дома вечером с семьей или я там один там чем-то занимаюсь своими какими-то домашними делами, то тоже стараюсь слушать джаз по той простой причине, что люблю просто красивую инструментальную музыку. Вы можете себя описать 3 словами? 3? 3. Ну, наверное, первое, это, наверное, то, что я добрый. Ну, спортивный, может быть. И немного где-то третье, это чуть-чуть авантюрист. Любое новое дело без авантюры, оно на самом деле никогда не будет. Все четко-четко там чего-то рассчитывать, то никогда ничего хорошего из этого не выйдет. В любом начинании, в новом, должна быть авантюра. Как вы начинали и было ли это трудно? Начинал что? Ну, давай начнем с того, что, во-первых, наверное, в 16-17 лет, помимо того, что я учился, в то время все старались где-то подрабатывать, где-то работать для того, чтобы не сидеть на шее у своих родителей. Тогда такая возможность это была, но она была достаточно очень простой. Это можно было или подрабатывать по ночам в гастрономе, в молочном магазине, да, там, потому что всю молочную продукцию привозили по ночам, поэтому приходилось просто разгружать машины с молочными продуктами. Летом, соответственно, разгружали арбузы на железнодорожной станции. Ну, вот и жили как-то вот так вот. Только ради того, чтобы у тебя были карманные деньги. Спасибо за ответ. Искусственный интеллект, наверное, не может заменить, ну, в первую очередь, конструкторскую мысль, да, не может заменить душу человека. Какой искусственный интеллект может заменить художника, артиста, писателя? Есть вещи, которые из глубины души, из сознания человека, они происходят, и их заменить ничем нельзя. Какое у вашей семьи самое главное правило? Ну, самое главное правило, я уже, ну, как бы сегодня в нашей беседе с вами уже говорил, да, это прежде всего любовь. Любовь родителей к детям, детей к родителям, это уважение взрослых. У нас как так принято, что мы родителям не перечим. Папа, какую колыбельную тебе пела бабушка в детстве? Честно скажу, даже не помню, потому что, наверное, это было все-таки достаточно редко, потому что, ну, бабушка трудилась в колхозе на работу. Она уходила рано утром доить коров и приходила достаточно тоже поздно. Не дожидался ее прихода и, скорее, раньше ее просто засыпал. Честно скажу, я не помню. Я единственное, вот, ну, такие добрые, хорошие воспоминания от бабушки, это только то, что по утрам, когда приезжали внуки, то, да, были всегда блины, и у меня до сегодняшнего момента вот, ну, блины это, причем вот такие блины, как сегодня принято говорить, не здорового питания, чтобы по ним это масло текло до локтя. Вот это осталось в памяти, поэтому не могу вспомнить про колыбельные, честно скажу. Что вас больше всего восхищает в своей жене? Терпение. Терпение. Потому что ей, на самом деле, сегодня не позавидуешь. Так как видит меня семья в последнее время совсем редко, по одной простой причине, что, ну, дочери везется, наверное, больше, потому что она просто со мной уезжает, она в школу, я на работу. А по вечерам-то меня практически они уже и не видят. И выходных отпусков в последнее время тоже мы как-то не сильно видим. Не стесняйтесь, вы спрашиваете все, что хотите. Какие качества помогли вам добиться такого успеха? Да, успехом я это назвать не могу. Если вы считаете, что как я стал генеральным директором, ну, не знаю, я даже как-то над этим не задумался, честно. И когда пришел трудиться на предприятие гидравлика, ну, у меня на самом деле даже и мыслей таких не было. Ну, это, наверное, скорее всего, что больше стечение обстоятельств, а затем, ну, наверное, уже то, что я к этой должности, да, и к своему назначению отнесся, ну, достаточно серьезно для того, чтобы, соответственно, достаточно продолжительное время здесь продолжать работать. Потому что, ну, все-таки должность генерального директора,
она не совсем простая. С одной стороны, кажется, что там генеральный директор так. На самом деле ответственности много, чем дальше, тем больше. Есть ли у вас домашние животные? Есть. У меня много домашних животных, и за последние 2 года у меня семья просто тоже решила мне сделать подарок. У меня теперь 2 собаки дома, достаточно больших, 2 английских бульдога. Ну, добрые, милые, толстые собаки. Девочка и мальчик. Девочку зовут, ну, правильное имя у нее там, я точно вам не скажу, по семейному она Боня. Мальчик, тоже сложное у него имя. Как его? Орион. Орион, вот. Он у нас иностранец, поэтому я иностранные имена не запоминаю. Ну, у меня кличка Толстый, и он как-то на нее отвлекается нормально. Маленький, толстенький. А вы в Бога верите? Вот тоже такой сложный вопрос, но верю. Честно скажу, что верю. Никогда не обращался, не просил что-либо там для того, чтобы как-то там чего-то мне помогали. Но вся семья наша, она достаточно верующая, что мои родители, что мы. Может быть, не так часто посещаем храмы, но всегда стараемся это сделать. Как вы себе представляете идеальный выходной? Идеальный выходной? Дома с семьей, с родителями, со своими детьми, с племянниками. Это вот идеальный, когда вся семья в сборе, она у нас большая. Мы достаточно все-таки часто собираемся, как минимум у нас есть несколько таких семейных праздников, когда мы всегда вместе. Это Новый год, это чисто семейный праздник. Здесь мы даже уже достаточно продолжительное время даже ни с кем никогда не сговариваемся, не договариваемся. Просто все приезжаем к родителям. Неважно, в какое-то время, где мы не находились, мы всегда все равно приезжаем к родителям. И второй праздник, так же получилось, что у мамы и у сестры день рождения у них там почти в один день, там разница в один день. Но мы тоже в этот праздник всегда у родителей. Ну и 9 мая. Это праздник святой, поэтому вот эти дни мы всегда у родителей. Вот это идеальный выходной. Как вы узнали, что впервые станете родителем? Ух ты. Как-то перед фактом поставили, сказали, что я стану папой. Ну, как-то так. Как-то обычно. Я даже не могу вам как-то так какие чувства были, не знаю. Но детей, что первого, что последнего, ну, у меня как бы и внуки уже есть, поэтому всех люблю. Всех люблю. Все дети со мной. Никуда я никого не отпускаю. Стараюсь с ними общаться. Чего вы больше всего боитесь в жизни? Ну, не то, что боюсь, но, скажем так, мне не сильно нравится, когда родители хоронят своих детей. Вот это самое, в моем понимании, это самое тяжелое, что может быть. Ну, не дай бог, чтобы кто-то с этим столкнулся. Какая ваша самая большая боль в жизни? Такого, чтобы прям совсем какая-то прям большая боль. Наверное, такого еще пока у меня в моей жизни не было. Но есть большие разочарования всегда. Это когда ставишь перед собой какие-то определенные цели, идешь к этой цели, и потом в какой-то момент там, по независимым от тебя причинам происходит, что эту цель достигнуть невозможно. Ну, здесь огорчения бывают. Но я не могу сказать, что это боль. Ну, это как надо переживать. С каким транспортом вы себя ассоциируете? Каким? Транспорт, он же разный. С точки зрения поддержания физического состояния, твоего здоровья, велосипед, это, я считаю, что один из лучших. Чем ты старше становишься, ты больше понимаешь, что велосипед – это менее травматичный спорт, который позволяет тебе достаточно все-таки продолжать гармонично развиваться. От него нельзя отказываться. С точки зрения инженерной мысли, ничего до сегодняшнего дня лучше самолета никто ничего не придумал. Ну, это за исключением космического корабля. Самый, как бы для меня, загадочный вид транспорта, это, как ни странно, что вертолет оказался, хотя самым удобным с точки зрения передвижения, так как ему не нужно никаких дополнительных взлетно-посадочных там
мест, но это такой самый сложный вид транспорта, который придумал человечество. Папа, чем для тебя пахнет детство? Не знаю, все-таки каким-то земным, больше домашним. У нас все-таки в детстве у всех были садоводческие хозяйства, и в том числе и у моих родителей были, поэтому все, особенно вот эти майские праздники, они всегда были связаны с возделыванием и огорода, посадкой картофеля, там, каких-то культур. Когда ты находишься на этом садовом участке, то вот цветение вишни, яблок, это весна, это все-таки новая жизнь, новые какие-то надежды, новые открытия. Поэтому в детстве все-таки, наверное, больше запах, наверное, все-таки весенний. У меня такой как-то остался в душе, в голове. И я думаю, что многим людям, наверное, все-таки весна нравится больше, чем осень или зима. Ну, как-то так. Спасибо за ответ. Вы любите фотографироваться? Давайте сделаем селфи совместное. Давайте сделаем. Честно скажу, не люблю фотографироваться, но с удовольствием сделаю, потому что, ну, во-первых, мы с вами провели достаточно интересное время, вы задавали мне много интересных вопросов, вернули меня как-то лет на 45-50 назад. Я как-то стал вспоминать все, что же было в моей жизни. Вы вроде как пытаетесь изобразить одного меня, но у каждого взгляд абсолютно свой, поэтому с удовольствием. Давайте. Вы ко мне или я к вам? Как? Давайте вместе совместно. Ты отсюда сверху? Как тебе удобно? Давайте. Давай. Идемте. Ближе. Кучнее, давайте. Давайте. Что говорим, чтобы была улыбка у всех веселая? Гидравлика. Гидравлика! Когда пришел трудиться на предприятие «Гидравлика», ну, у меня на самом деле даже мыслей таких не было. Стечение обстоятельств, а затем, ну, наверное, уже то, что я к своему назначению отнесся, ну, достаточно серьезно для того, чтобы, соответственно, достаточно продолжительное время здесь продолжать работать. На самом деле ответственности много, и чем дальше, тем больше. Как вы думаете, какого цвета счастье? Счастье? Не знаю, голубого. Как голубое синее море, я не знаю. Лазурное. Голубое море, оно всегда притягивает человека. Спасибо вам большое, то, что посетили программу. А теперь предлагаю посмотреть, что мы здесь нарисовали. С удовольствием. У меня работа в стиле постмодерна. Я так вижу вас. Ну, Такой это яркого, хорошо, разноцветного это хорошо. Да, в этом есть что-то такое. Да, пытался, по крайней мере, больше, наверное, именно на мое внутреннее содержание, о том, о чем я говорил. Работу эту я написал в стиле антихайпа, изобразив самыми яркими красками нашего гостя. В общем, я художник, я так вижу. Здесь я совсем взрослый, я здесь больше похож не на себя, на Королева. Я, наверное, такой серьезный иногда тоже бываю. Работу я выполняла карандашом в стиле скетча. Я хотела оставить такой динамичный штрих, но при этом сохранить некую целостность и показать реалистичность этого портрета, то есть тени, полутени, цвет, блик и так далее. Неужели я такой серьезный? Вы тут улыбаетесь? Да. Но все равно. Я старалась передать его немного загадочную, немного нераскрытую натуру, которую не совсем можно передать по тем вопросам, которые мы задали. Нет, да все хорошо. Коты, собаки, все хорошо. У меня не было какого-то выделенного стиля или техники. У меня не очень получилось нарисовать, но мне понравилось общаться. Эту работу я выполнила в графике. Мне очень понравилось рисовать нашего гостя. Эта работа и сегодняшний вечер стали для меня хорошим опытом. Я выбрала рисовать карандашом, потому что это быстро и четко. Что сказать, я даже не знаю.
все похожи, все хорошо, все красиво. В своей работе я показала всю доброту своего папы, но больше всего мне понравилось то, что сегодня я узнала больше о своем папе. Ну, я понимаю, у тебя папа, он добрый, толстый. Молодец. Я могу выбрать же себе на память одну, да? Сейчас. Опа. Проскочу. Мне, вот мне два понравились, даже не знаю. Если можно, тогда вот я заберу. Вот это. Это будет такой для меня, для домашней коллекции, так как у меня там много карандашом моих портретов. Вот он будет еще один. Спасибо. У меня дома. Я очень рада, что сегодняшний гость выбрал именно мой портрет. В этом портрете я хотела показать всю его серьезность и поблагодарить за сегодняшний приятный вечер. Все молодцы. Спасибо большое. Спасибо. Ох, кошмар. Все. Спасибо большое. Спасибо вам. Все. Всем дальнейших успехов, как творческих, так и учебных. Взрослеете. И я вас жду, в том числе и у себя на производстве. Все, спасибо большое. Спасибо вам. Всего, до свидания. До свидания. Сегодня дебютировала ваша кнопочка. Как она вам? Да, она переживает. Она, ну, как бы это, во-первых, ну, было неожиданно же это приглашение. Во-первых, я никому в семье ничего не говорил, что я сегодня выхожу на передачу. И когда сегодня вопрос уже звучал, выходной дома это хорошо или плохо? Вот когда выходной ставлю перед фактом, что я уезжаю и уезжает на съемки, то сразу дочь такая, ну, с такими жалобными глазами на нее посмотрела и говорит: одевайся, поехали со мной. Вдруг повезет. Поэтому, ну, первый шаг, он всегда сложен. Вдруг понравится.